Республика Коми отметила День Победы. Праздник со слезами на глазах. Военные песни под окнами ветеранов, горы цветов у монументов, памятные акции. Второй год подряд празднование проходило с ограничениями. Масштабные торжества запрещены по понятным причинам. Тем не менее, в этот раз у жителей республики была возможность отдать честь участникам Великой Отечественной. Александра Головина сделала праздничную сводку со всей республики. 8:30 утра, Сыктывкарский вечный огонь. Семья Пешкелевых в большом составе здесь каждое 9 мая. Фамилия их прадеда увековечена на этой мемориальной плите. Герой семьи, страны и нашего народа. О нем родные сегодня вспоминают со слезами на глазах. Сначала не знали, где он погиб, и когда вернулся его сосед, он рассказал историю, что видел, где он погиб, как он погиб. Очень трагичная история. Каждый раз, когда вспоминает сын его, который был совсем маленьким, он 40-го года рождения, всегда он плачет. А как же без слез? Этот день для нас хоть и радостный, но очень тяжелый. С фронта не вернулся почти каждый второй. Сегодня в Коми 79 участников Великой Отечественной, еще 27 жителей блокадного Ленинграда. Их осталось очень мало. Время забирает наших героев, но память об их подвиге навсегда будет с нами. Я видел войну. Во время войны я подростком работал на железнодорожном транспорте. На железнодорожнику была бронь. Как бронь была снята, с 49-го года, 53-й год я служил в Прикарпатском военном округе. 4 года. Знаю, кто такие бандеровцы, принимал участие в их разговоре. В почетной церемонии, как и всегда, первые лица республики на вечном огне с самого утра немноголюдно. Сюда горожане стекаются ближе к полудню. У каждого своя история. Наверное, каждая семья прошла через войну. У меня 2 дяди погибли. Один пропал без вести, один был танкистом и на Смоленской земле похоронен. Я его знаю. А вот другого дядю, который пропал без вести, его не нашла. Мы всегда чтили память наших прародителей. У нас, как видите, их много, очень много. Много фронтовиков, много тружеников тыла, много детей войны. Поэтому для нас это очень серьезный и важный праздник, наверное, самый главный в году. Организации и сообщества региона возлагают цветы к памятному монументу строго по графику, примерно каждые полчаса. Это позволило разграничить потоки людей. В этом году тоже ограничения присутствуют, но мы постарались максимально все-таки сделать доступным для наших горожан, для жителей города Сыктывкара, для республики увидеть то, что будет происходить на различных площадках. Да, исключены массовые мероприятия, не будет, к большому сожалению, не будет парада. Самая масштабная площадка и по количеству людей, и по событиям, конечно же, Стефановская площадь. Танки, УАЗы, пожарные машины, мотоциклы, 14 единиц военной техники выстроились в ряд. БТР-80 предназначен для транспортировки мотострелковых подразделений, спецподразделений, прикрытия их огнем на поле боя. А здесь можно узнать биографию участников Великой Отечественной. Городская библиотека поможет со своим электронным архивом. Что узнали? Про дедушку. Он у нас воевал с 41 по 45 год, дважды был ранен, брал Берлин. Награды за битву с Германией. Строятся юноармейцы, четко чеканя шаг, идут знаменосцы. Это уже в Уктыл. Для участников войны небольшие памятные митинги на городской площади, фотозона с символикой Дня Победы, у библиотеки военный граммофон. Здесь не только фото на память, но и живая музыка. Петь разрешается. А в Воркуте впервые за долгое время в День Победы вышло солнце. На нескольких площадках интерактивные зоны. Возле Дома культуры шахтеров акция «Стихи о победе». В формате открытого микрофона прочесть любимое стихотворение о войне и о победе может любой желающий. Звучит праздничная радиотрансляция, работает полевая почта. Здесь любой желающий может написать письмо ветерану, опустить в ящик, и мы это письмо обязательно передадим ветеранам. Артисты Ухтинского дворца культуры в военной форме исполняют фронтовые песни из так называемой полуторки автомобиля ГАЗ, который в военные годы также помогал в перевозке артистов на фронт, снабжал передовую продовольствием и стал настоящим символом военного времени. За день у поздравительной бригады около десятка адресов. Всего же в муниципалитете сейчас проживают 17 участников Великой Отечественной войны. Быть патриотом. Самое главное – быть патриотом и любить нашу Родину.
В день 76-й годовщины Победы памятных мест в Ухте становится больше. В городе открывают сразу 2 новые памятные доски в честь героя Советского Союза Михаила Никишина и полного кавалера Ордена Славы Василия Забоева. Ну и, конечно, то, без чего сегодня, 9 мая, трудно представить традиционный бессмертный полк. Большие скопления людей по-прежнему запрещены, шествие 2-й год подряд проходит онлайн. В этот раз в стройном ряду 1000 бойцов в Коми. Акция проходит во всех регионах России и еще примерно в 100 странах мира. В ночи быть собой не дано, но душа все равно. В 19 по Москве минута молчания под звуки метронома. Каждый из нас вспоминает еще раз о своих родных. Тех, кто прошел войну и вернулся домой. И тех, кто ценой своей жизни спас нашу страну и весь мир от фашизма. В завершении насыщенного праздничного дня в столице республики долгожданный салют. Впервые его запускают с баржи на реке Сысола. Александра Головина, телеканал Юрган.